Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. В Сирии сбит российский вертолет Ми-8. Все, кто был на борту, а это 5 человек, погибли. Среди них одна женщина. Боевики глумились над телами россиян, таская их по пустыне, привязав за ноги к мотоциклам. Россия тем временем начала операцию по массовой эвакуации жителей осажденного Асадом Алеппо. Восточную часть города уже покинули тысячи человек, включая боевиков, которые сдают оружие. Госсекретарь США считает все это уловкой перед штурмом. Президент Кыргызстана провел феерическую пресс-конференцию на Иссык-Куле, которую СМИ уже разобрали на цитаты. Досталось всем – и России, и Турции, и арабской моде. В 50-х годах у нас женщины ходят в минюшках, но ни у кого из этих женщин в голову не приходило одеть пояс штафетки и взорвать его. Для политиков с Керзером сапогом на голове. Ну не взрывайте никого. Владимир Путин назначил губернатором Калининградской области своего охранника. Специальный репортаж наших коллег о новой волне выходцев из КГБ в российской политике. Конкретно, я думаю, что мы еще поговорим, встретимся, я должен погрузиться в тему. Замуж за 1 час. Бывший грузинский президент, а ныне одесский градоначальник Михаил Саакашвили построил на газоне перед своей администрацией специальный домик для тех, кому жениться не втерпешь. То же самое существует в Лас-Вегасе. Я считаю, что Одесса никак не должна отстать ни от Грузии, ни от Америки. В Сирии сбит российский военный вертолет Ми-8. На борту находилось 5 человек, 3 члена экипажа и 2 офицера Российского центра примирения враждующих сторон в Сирии. Все они погибли. Предположительно, среди погибших одна женщина. Как утверждают российские военные, вертолет возвращался на российскую авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарного груза в город Алеппо. Эти любительские кадры появились в социальных сетях. Редакторы агентства «Рейтер» проверили видеозапись и не сомневаются в ее подлинности. Как утверждают авторы видео, оно снято в районе населенного пункта Таль-Аль-Султан на границе провинции Алеппо и Идлиб. Вертолет был сбит с земли над территорией, которую контролирует террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра». Боевики этой группировки уже выложили в сеть обгоревшие документы российских военных пилотов. По неподтвержденной пока информации, вертолет пилотировал Олег Шеламов, уроженец города Торжок Тверской области. Среди опубликованных документов водительские права, принадлежавшие женщине. Также в своем твиттере боевики опубликовали фотографии, на которых они таскают тела погибших россиян за ноги по пустыне. По некоторым данным, они даже привязывали их к мотоциклам. А это самые свежие кадры с места падения вертолета, снятые уже профессиональным оператором. Их сейчас распространяют все мировые СМИ. Американское издание Wall Street Journal заявляет, что по его данным погибших россиян было не 5, а 4. Гибель российского вертолета подтвердили в Кремле. Вот что сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Вы уже, к сожалению, знаете трагическую новость, которая поступила из Сирии. Там разбился наш вертолет, который был сбит с земли. Все, кто был в вертолете, насколько мы знаем, погибли. Погибли героически, потому что пытались увести машину с тем, чтобы минимизировать жертвы на земле. Нынешнее крушение российского боевого вертолета уже 3-е по счету. Несколько недель назад боевикам ИГИЛ удалось сбить боевой вертолет Ми-25 в районе города Пальмира. А в ноябре прошлого года боевики расстреляли на земле из американского гранатомета вертолет спасательной группы, которая занималась поиском пилотов бомбардировщика Су-24, сбитого турецкими ВВС. Тем временем в Алеппо продолжается российская операция по эвакуации мирных жителей из восточной части города, которая взята в блокаду армией Башара Асада. Мирных граждан выводят по 3 коридорам через позиции правительственных войск. И, как сообщается, город уже покинули 1000 человек. Вы видите кадры сирийского государственного телевидения. Жители покидают свои разрушенные районы. Часть из них держит в руках портреты президента Сирии Башара Асада. Для боевиков, пожелавших сдать оружие, российские военные подготовили 4-й коридор. Вы видите, как это происходит. Для всех, кто сдал оружие, сирийское правительство объявило амнистию.
Однако значительная часть боевиков, особенно тех, кто является членами радикальных исламских группировок, покидать Алеппо не собирается. Они с двух сторон, изнутри и снаружи блокадного кольца, пытаются прорвать окружение. Джабхат ан-Нусра даже публично объявила о начале операции «Гнев для Алеппо». Для этого объединились 15 группировок численностью в общей сложности в 5000 боевиков. Пока сирийской правительственной армии удалось отбить все атаки. Начавшаяся в Алеппо российская гуманитарная операция стала полной неожиданностью для Соединенных Штатов. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что считает действия российских военных дымовой завесой перед началом решительного штурма мятежных районов Алеппо. По мнению Керри, похоже, что россияне пытаются вывести часть населения перед тем, как окончательно сравнять город с землей. Если это уловка, то она рискует полностью разрушить сотрудничество США и России. Тем временем из соседних с Алеппо регионов Сирии поступают сообщения об авиаударах по больницам. В провинции Идлиб самолеты, принадлежность которых не удалось установить, атаковали роддом. Сообщается как минимум о 2 погибших и нескольких десятках раненых. Среди них роженицы и младенцы. Также был разбомблен госпиталь в городе Дераам. Как вы видите на этих кадрах из сирийских социальных сетей, среди погибших пациентов как минимум несколько малолетних детей. И, наконец, видео Рейтер из города Растан. Там авиация нанесла удары по жилым кварталам. Вы видите, как спасательные службы вытаскивают из-под развалин тех, кто уцелел. Между тем, проамериканские отряды курдов и других сирийских повстанцев уже несколько дней ведут ожесточенные бои с террористами из ИГИЛ за стратегический город Манби на севере Сирии. Если наступающим удастся его взять, откроется прямая дорога на сирийскую столицу террористического халифата – город Ракку. Курдов поддерживает с воздуха американская авиация и самолеты других стран антитеррористической коалиции. По городу нанесены уже несколько сотен мощных авиаударов. Пока это не приносит результатов, и боевики ИГИЛ отбивают почти все атаки курдского ополчения и сирийских повстанцев. В Алмате увеличилось число жертв в результате произошедшего там 18 июля расстрела сотрудников полиции. В больнице от полученных тяжелых ранений скончались еще 2 полицейских. Хотя лучшие алматинские врачи до последнего боролись за их жизни. В общей сложности теракт унес жизни 8 человек. Выйдите в эту сторону! Уйдите! Напомним, 18 июля в Алма-Ате некий Руслан Куликбаев напал на районное управление внутренних дел и департамент комитета нацбезопасности. В городе был введен красный уровень террористической опасности. По информации правоохранительных органов, перестрелка происходила как минимум в 3 местах. Преступник был задержан. 26-летний Руслан Куликбаев признался, что целью его атаки были прокуроры, судьи и полицейские. Куликбаев хотел им отомстить за 3,5 года, проведенных в тюрьме. По словам нападавшего, мирные граждане его не интересовали. По данным правоохранительных органов, Куликбаев был дважды судим. Навыки стрелка он получил во время профессиональной игры в пейнтбол. Однако МВД все-таки считают, что мотивы Куликбаева были террористическими. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время своей традиционной встречи с журналистами на Иссык-Куле поразил собравшихся своими откровенными ответами на вопросы прессы. От него досталось и Турции, и России, и арабам, которые, по мнению кыргызского президента, пытаются навязать стране свою религиозную моду. Многие высказывания Атамбаева СМИ уже разобрали на цитаты. Шавкат Тургаев с подробностями. На встречу с журналистами президент пришел с 11-минутным опозданием, но сходу получил самый ожидаемый вопрос о возможной реформе Конституции. Суть изменений подсказывает, что реальная власть может сосредоточиться вокруг партии СДПК. Ваши комментарии? Глава государства сразу отмел догадки о том, что он готовит почву для своего премьерства после окончания его президентского срока. Поверьте мне, если я хотел бы сохранить власть, я не мудрил бы. Вы знаете, я всегда говорю как есть и делаю так, как считаю нужным. Тогда бы я сделал бы совсем другой референдум. И без парламента есть такая возможность в Конституции. Достаточно собрать 300 тысяч голосов,
От Конституции журналисты перешли к ЕАЭС. Основной вывод, по мнению президента, Кыргызстан вступил в союз неподготовленный. Вступление в Евразес, вы видите, оно не снимает какие-то искусственные преграды, которые иногда создаются, как бы, скажем так, братскими даже странами. Интересы Кыргызстана нужны только Кыргызстану. И надо из этого исходить. Надо быть реалистами. Мы должны быть готовыми бороться за свои права. Но для этого мы должны всегда иметь какую-то юридическую базу, чтобы нам не могли просто так закрыть границы. Самая обсуждаемая тема этой недели – непростые отношения с братской Турцией. Атамбаева спросили о просьбе турецкого министра Чавушоглу закрыть учебные заведения, якобы финансируемые Гюленом. И нам не надо указывать, как нам жить, что нам делать. Спасибо, если кто-то нам помогает. Но если вы еще хотите к этому что-то, какое-то условие привязать, то нам такой помощи не надо. Пожалуйста, заберите обратно такую помощь. Еще более жестко Атамбаев высказался о моде на арабскую одежду. Президент еще раз поддержал появление скандальных баннеров, предупреждающих об угрозе исламизации. Например, когда мы вывесили вот эти плакаты, я поддержал, что куда мы идем. И, конечно, там нашлись умники, которые вывесили баннер, что вот, ну, типа, вот, а к мини-юбкам мы идем. Разве правильно? Слушайте, мы с советских времен, с 50-х годов у нас женщины ходят в мини-юбках. Но ни у кого из этих женщин в голову не приходило одеть пояс шахидки и взорвать кого-то. Да ходите хоть с керзовым сапогом на голове, но не взрывайте никого. Но не навязывайте никому свою одежду. Если вам не нравится здесь у нас, ну живите там, где вам нравится. Пожалуйста, мы вам дорогу проплатим. В Сирию, там, Бангладеш или куда-то еще. Журналисты спрашивали президента о проблемах границ, коррупции, оппозиции и даже о песнях, которые записал Атамбаев. Однажды нашел время и записал 5 песен на русском. И это у меня заняло 47 минут. Вот парень, который записывал, Эрнест, вот спросите, это я засекал время, 47 минут. Другое дело, что после этого, ну, мой друг Фуркат Турсунов эти песни услышал, и он не спеша делает один клип за другим. Шавкат Тургаев, Бексултан Абибакир-Улу. Настоящее время. Кыргызстан. Далее в программе. Владимир Путин назначил губернатором Калининградской области своего охранника. Специальный репортаж наших коллег о новой волне выходцев из КГБ в российской политике. Конкретно, я думаю, что мы еще поговорим, встретимся, я должен погрузиться в тему. Замуж за 1 час. Бывший грузинский президент, а ныне одесский градоначальник Михаил Саакашвили построил на газоне перед своей администрацией специальный домик для тех, кому жениться не втерпешь. То же самое существует в Лас-Вегасе. Я считаю, что Одесса никак не должна отстать ни от Грузии, ни от Америки. В столице Армении Ереване закончилось противостояние между полицией и вооруженными радикалами из карабахской группировки «Сосунские храбрецы». Власти и оппозиционеры, удерживавшие 17 июля полицейский участок, по-разному комментируют окончание осады. Власти утверждают, что им удалось заставить сдаться радикалов в ходе спецоперации, а сами захватчики утверждают, что их миссия была выполнена и они добровольно сложили оружие. Вооруженные люди, захватившие 2 недели назад отделение полка патрульно-постовой службы в Ереване, сложили оружие и сдались властям. На этих кадрах, распространенных в воскресенье армянской полицией, видно, как они один за другим выходят из здания. Отделение было захвачено рано утром 17 июля членами группировки «Саснацрер». Во время перестрелки погиб полицейский, еще 5 были ранены. Несколько человек оказались в заложниках, однако все они были освобождены в течение 1-й недели. Захватчики требовали отставки президента Сержа Сарксяна и освобождения из тюрьмы оппозиционера Жирайра Сефиляна. Его арестовали в июне по подозрению в незаконном обороте оружия. О намерении группы сдаться заявил один из ее лидеров, Варужан Аветисян. По его словам, после перестрелок с полицией из 30 человек, захвативших участок, осталось лишь 20. Он заявил, что не хочет допустить нового кровопролития и что миссия членов Саснацрер поднять волну всенародного движения уже выполнена. В течение 2 недель единомышленники людей, захвативших отделение, устраивали демонстрации и митинги в их поддержку, а также пытались предотвратить штурм здания полицейскими. В ходе столкновений были ранены десятки человек, более 100 демонстрантов были задержаны.
Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора самого западного региона страны, Калининградской области, своего бывшего охранника. В Кремле подтверждают, что Евгений Зиничев довольно долго был личным бодигардом Путина. Помимо Зиничева, руководящие посты в нескольких российских регионах заняли сразу 6 бывших чекистов из близкого окружения Владимира Путина. Тем временем новый калининградский глава установил рекорд по лаконичности общения с журналистами. Его первая пресс-конференция продлилась всего 49 секунд. Мы можем показать ее вам целиком. Конкретики, я думаю, что мы еще поговорим, встретимся, я должен погрузиться в тему. Вы отказались от традиционного совмещения обязанностей губернатора и председателя правительства. Вы знаете, у Антона Андреевича хороший опыт, и он действительно хороший специалист. За время концерта я это почувствовал, и думаю, что это правильно. Профессионал должен быть Спасибо. Спасибо большое. До встречи. В Москве тем временем развернулась грандиозная по своим масштабам операция ФСБ против высших руководителей ранее всемогущего Следственного комитета. Высокопоставленных следователей чекисты арестовывают ежедневно, как простых уголовников. Подробности в расследовании наших российских коллег. Чекисты задерживают следователей. Сюжет для детективного романа. Но все наяву. По версии ФСБ, сотрудники Следственного комитета пытались помочь вору в законе по прозвищу Шакро Молодой. По некоторым данным, тот пообещал им взятку 5 миллионов. А следователи СК в ответ пообещали освободить соратника Шакро Молодого по прозвищу Итальянец. Итог: 3 задержанных. А это уже другое громкое дело. Обыски в доме руководителя Федеральной таможенной службы Андрея Беленинова. На фотографиях, которые опубликовало интернет-издание «Газета.ру», старинные картины и пачки денег. Итог: отставка главного таможенника страны, который занимал этот пост 10 лет. Сейчас происходит что-то невероятное. Мы видим во многих влиятельных СМИ, да, не каких-то там маргинальных, слив за сливом. Чекисты с удовольствием рассказывают подробности всех уголовных дел, кого, как, чего взяли. И еще одна резонансная история. В середине марта все те же сотрудники ФСБ задержали петербургского предпринимателя Дмитрия Михальченко. Бизнесмена, чье состояние оценивают в 14 миллиардов рублей, обвинили в контрабанде элитного алкоголя. У Михальченко репутация человека со связями, рассказывает журналистка РБК Наталья Телегина, проводившая собственное расследование. И сам он эту репутацию старательно поддерживал. Возможно, совпадение, но после ареста Михальченко своих постов лишились сразу 2 руководителя силовых ведомств. Муров из ФСО и Воронин из ФСБ. То есть вот это как раз люди, которые потенциально могли бы интересовать ОСБ. И в этом плане, Михальченко — это просто хороший повод, как-то подобраться поближе. УСБ – это управление собственной безопасности ФСБ. Именно с его усилением связывает новый виток борьбы между силовыми ведомствами. Возглавляет его генерал Сергей Королев, как говорят, человек с амбициями. Именно при Королеве начались проверки другой службы ФСБ – экономической. После проверок в отставку ушли уже упомянутый глава управления К Виктор Воронин и в итоге глава службы Юрий Яковлев. А в самом УСБ появилось секретное подразделение – 6-я служба. В прессе ее уже окрестили личными опричниками президента. Действительно, их там 30-35, там 40 человек, мы точно не знаем. Лично преданные и которые строят карьеру, не коррумпированные, вероятно, не коррумпированные, но просто в такой ситуации, как сейчас, долго оставаться некоррумпированным крайне сложно. И я думаю, что рассчитывать на такую длительную, эффективную работу такой узкой группы людей не приходится. Сейчас же, по мнению многих, реальная линия фронта проходит между ФСО и ФСБ, а обыски и аресты в других службах – просто хороший способ укрепить свои позиции. Положение ФСБ, оно усиливается исключительно относительно того, что ослабляются позиции соперников. Если бы не было сейчас ослабления ФСО, мы вряд ли могли бы разговаривать о том, что идет нарастание роли ФСБ именно в контексте отношений с конкурентами. Место проигравших занимают новые игроки. К таким относят Виктора Золотова и возглавляемую им Национальную гвардию. Правда, в ближайшие 2 года предсказывают, этой службе будет не до войн, придется выстраивать собственную структуру. А вот потом позиции на силовом фронте вновь могут измениться.
Споры о том, что стоит за войной силовых кланов, еще только начинаются. Одни видят в этом подготовку к президентским выборам 2018 года. Другие связывают с возможной реформой всей силовой системы и объединением нескольких ведомств под единой вывеской. Но никто не сомневается, что спецслужбам дали карт-бланш, а значит, новые громкие дела еще могут последовать. Сергей Дик, Игорь Дорошенко. Настоящее время. Бывший президент Грузии, а ныне одесский губернатор Михаил Саакашвили строит в Одессе мини-ЗАГС на газоне рядом со своей администрацией. Подать заявление и расписаться там можно будет в течение 1 дня. Вокруг строительства нового ЗАГСа развернулись настоящие дебаты. Между тем, идея с экспресс-браками очень нравится тем, кому жениться и замуж не втерпешь. Всеволод Ананьев рассказывает. Стройплощадка прямо на газоне перед зданием обладминистрации. Уже с 1 августа одесситам обещают, здесь всего за 1 день они смогут стать мужем и женой. Дом семейного счастья в стиле украинской хаты строит Михаил Саакашвили. Одесский губернатор рекламирует. Жениться на скорую руку можно будет без очередей в любое время суток. Это стало возможным благодаря эксперименту Кабинета министров. Вскоре быструю свадьбу можно будет сыграть во всех крупных городах Украины. Саакашвили хочет превратить это в настоящий туристический тренд. Точно такой же мы сделали сначала в городе Сигнаги, это в Грузии, потом сделали Батуми. То же самое существует в Лас-Вегасе. Я считаю, что Одесса никак не должна отстать ни от Грузии, ни от Америки. Одесситы к строящейся, как ее назвали, хатынке, отнеслись настороженно. Их удивляет не столько сама идея, сколько выбранное для здания место. Она не вписывается просто в окружающую обстановку. И для этого нужно было найти более какое-то подходящее место. Если будут проходить какие-то массовые мероприятия, протесты там и так далее, будут оцеплена территория, а люди в тот момент зарегистрировались на роспись, как они будут здесь себя чувствовать? Решение на подобное строительство в Украине выдается в течение 3 месяцев. Документы должны утвердить городские власти, но Саакашвили ждать не стал. Это никакой не горсовет, а ворсовет. Там сидят воры, там сидят коррупционеры, которые за строительное разрешение, в том числе, чтобы кто-то построил кафе, кто-то построил там себе там для общественных польз. Нужно заранее давать взятки, или тебя просто замучают многомесячные процедуры. В мэрии подтвердили, что разрешения на стройку не давали. Критики подвергли и саму идею. По мнению чиновников, туристам вряд ли будет это интересно. Возможно, эта бы штука была бы и уместна где-нибудь в Аркадии, да? В виде развлечения, в виде фана. Но дело в том, что в соответствии с законами Украины таковая процедура не предусмотрена. Домик бракосочетаний еще не достроен. Эта история все больше напоминает какой-то пиар-ход. В пользу этого говорят и расположение нового ЗАГСа, и поднятая вокруг шумиха. Другие политики также осознали, нововведение Кабмина можно использовать для собственного имиджа. У хаты Саакашвили уже появился конкурент. Мэр Одессы и политический оппонент Михаила Саакашвили Геннадий Труханов пытается переманить женихов и невест. Предлагает местным депутатам организовать свой домик бракосочетаний. Использовать нашу одесскую историю, одесский колорит. Молодожены и те места, которые облюбовали и традиционно идут молодые люди. Например, регистрация браков возле наш уголок Старой Одессы. А вот домика быстрых разводов ни губернатор, ни мэр строить не собираются. Разводиться одесситам придется по стандартной процедуре. Всеволод Ананьев, в настоящее время, Одесса. Еще одно видео с российским боевым вертолетом из сирийских социальных сетей, на этот раз позитивное. Один из самых лучших боевых вертолетов России К-52 «Аллигатор» во время боевого патрулирования над многолюдными пляжами в сирийской Латакии, где обстановка довольно мирная, решил развлечь отдыхающих. Вы видите, как российские пилоты под восторженные возгласы купающихся выполняют фигуры высшего пилотажа и на низкой высоте пролетают над морем. Экспромт продолжался как минимум в течение 15 минут, и многие посетители пляжей успели заснять полеты на видео. Напомним, что Латакия является наиболее спокойной сирийской провинцией, где почти не происходит боевых действий и терактов, а ее население наиболее светское во всей Сирии. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarrenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.